На днях в Чебоксарах заслушал приговор 41-летний житель Республики Мариэл. Его признали виновным в организации и проведении азартных игр. Он арендовал помещение по 4 адресам в столице Чувашии. Так сотрудники полиции изъяли 95 компьютеров, а на днях в поле зрения оперативников попал еще один игровой салон в Канаше. Подробности в репортаже моей коллеги Инны Сурковой. Чтобы попасть в помещение, в котором по оперативной информации располагался нелегальный игорный салон, сотрудникам полиции пришлось прибегнуть к помощи строительной болгарки. Азартных посетителей принимали круглосуточно на 3-м этаже нежилого здания по Красноармейской улице. Для отдыха администраторов даже было оборудовано специальное место. В нескольких комнатах располагались как простые игровые терминалы, так и компьютеры с выходом в интернет. Противоправная деятельность велась с применением различных методов конспирации, никаких вывесок. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку. По предварительным данным, игровой салон длительное время осуществлял свою деятельность. Работа в салоне велась круглосуточно. За сутки его посещало от 15 до 20 человек. Клиентами игрового салона чаще всего являлись жители города Канаш, Канашского района, а также друзья и знакомые работников игрового заведения, которые проигрывали свою заработную плату и материальные ценности, такие как обручальные кольца, мобильные телефоны, иногда играли в долг, занимая у работников игрового салона. Операторами салона работали девушки в возрасте от 25 до 30 лет, которые не имели постоянного места работы. В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных и в помещении клуба полицейскими обнаружено и изъято 13 игровых автоматов, 14 системных блоков, денежные средства, а также документы, свидетельствующие об их причастности к организации незаконной игорной деятельности. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Чувашской республике возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация проведения азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Установлена причастность к совершению данного преступления 2 жителей города Канаша, 39-летнего мужчины, который является директором одной из местных фирм по приему лома цветных металлов, а также его 39-летней сообщницы. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.